Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Сегодня повторим 53-й грех и вместе с ним добавим то, что имам Захаби упомянул в 64-м грехе. Это все связано с ношением золота, шелка и использование золотых, серебряных посуд. То есть в 53-м грехе он упомянул ношение шелка и золота для мужчин, а в 64-м использование золотых и серебряных посуд. Поэтому мы объединим это в одну тему. Мы это упоминали, но для того, чтобы повторить и добавить новые ма'люматы, новые сведения в этом вопросе. От Анаса, рады Аллаху анху, приводится то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман лябисаль харир фид дунья, фалян яльбасху фил ахира». Фалян яльбасху фил ахира. В Бухари и Муслиме приходит хадис от Анаса ибн Малика, то, что кто носил шелк в этом мире, он не будет его носить в ахирате. Он не будет носить его в ахирате. И мы, как сказали, есть два мнения насчет этих вопросов. Некоторые говорят, что ученые сказали, что не будут носить, понимается в прямом смысле, а некоторые сказали то, что это указывает на то, что это является большим грехом и является тем грехом, который препятствует тому, чтобы зайти в рай. Также приходится в Бухари, а в Бухари с дополнением приходит ад-дахабу валь-фидда, то, что золото и серебро, шелк, вад-дибач, это тоже вид шелка, ляхум фид дунья, для них в дунья, ва лякум фил ахира, а для вас, о мусульмане, в ахирате. Также от Али ибн Аби Талиба, этот хадис в Ибн Маджах приводится, рады Аллаху анху, приводится: «Ахада Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям хариран бишималихи». Пророк саллаллаху алейхи вассалям взял шелк в свою левую руку, вадахабан бияминихи, и золото в правую руку, сумма рафа бихима ядейхи, потом поднял, факаля инна хадайни харамун аля зукури уммати. И эти две вещи запрещено для мужчин из моей уммы. Эти две вещи запрещены для мужчин из моей уммы. Хиллун ли инафихим, разрешено женщинам. Женщинам из моей уммы, получается. Запрещено мужчинам, разрешено женщинам. От Бара ибн Азиба также приводится хадис, где он сказал: «Амарана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям бисаб'ин, ва нахана ан саб'ин». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал нам 7 вещей и запретил нам 7 вещей. Приказал нам совершать или побудил нас, потому что то, что указывается там, некоторые ваджибы, некоторые являются, то, что ученые пришли, что это является сунной, не ваджибом. Повелел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам 7 вещей и запретил 7 вещей. Чему же побудил? Би'аядатиль марид, посещать больного. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, побуждал, чтобы люди узнавали тех братьев, которые случайно перестали появляться в мечети. Возможно, они заболели. Если ты знаешь человека, который болеет, лежит в больнице или лежит дома, то пророк, саллаллаху алейхи вассалям, побудил посещать их. Валь иттиба'уль джаназа, и следовать за джаназой. Ваташмитуль атис, если человек чихнул, а потом сказал альхамдулилля, то ответить ему ярхамукаллах. Валь ибраруль касам, и если кто-то тебе попросил Аллахом, то есть сделай это ради Аллаха, или заклинаю тебя Аллахом, ты должен сделать это, то ученые сказали, желательным является, но не обязательным, чтобы ты помог этому человеку, и чтобы он не нарушил свою клятву. Ванаср аль-мазлюм, помочь тому человеку, которого притеснили, к которому отнеслись несправедливо.
Ва иджабату даи, если тебя позвали на свадьбу, ответить этому, конечно, с условием, как ученые сказали, если в нем нету мункарат, то есть если нету в нем греховного, не помянул словами ифша ус-салям, распространять салям. Ва нахана ан хаватим, и приходят вот эти 7 вещей, то, что, чему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, побудил, а то, что запретил, говорит, запретил нам ан тахаттуми биддахаб, запретил брать кольца из золота, то есть одевать золотые кольца. Ва ан шурби бильфидда, пить из серебряных посуд. Ва аниль маяфир, и запретил садиться на шелковые подушки, которые ставили на седло. Ванил киси, ванил любсиль харир, валь истебрак, валь дибач. И потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упомянул несколько видов шелков, то есть тонкий, грубый и так далее, и сказал, что запрещено, какой бы шелк ни был, если он сделан из той нити, которая выходит из вот этого, то в этом случае запрещено. Следующий хадис от Хузейфа приводится, он говорит, нахана набия саллаллаху алейхи вассалям ан нашраба фи анияти дзахаба аль фидда. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил нам пить из золотой и серебряной посуды. Ва ан накуля фиха, и кушать из нее. Запретил пить и кушать из нее. Ва ан любсиль харир, и одевать шелк. Ва дибач, дибач это тоже вид шелка. Ва ан наджлиса алейхи, и садиться на них. То есть не разрешается, чтобы постель тоже была из шелка. Также приводится в Муслиме от Умму Салама то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна аллади якулю ва яшрабу фи анияти дзахаби валь фидда иннама юджарджиру фи батнихи нару джаханнам». Юджарджиру фи батнихи нару джаханнам. Илля ан ятуб. То, что тот, кто кушает, инна аллади якуль ва яшраб, тот, который кушает или пьет из золотой или серебряной посуде, то, говорит, в его животе звенит огонь джаханнама. И Табарани добавил в риваяте «Илля ан ятуба», кроме если только он покается. Только если он покается, то этого не будет. И все 4 имама согласовались на мнение того, что запрещено чистый шелк мужчине. То, что если шелк не смешан с чем-либо, то это запрещено. И в этом имам Навави и Ибн Кудама привели даже единогласное мнение. То, что шелк, если он чистый шелк, то в этом случае это запрещено мужчине. Однако есть исключение. Вот шелк, который чистый, он называется каз по-арабски. А если он не чистый, то он называется хаз с хэ. Да. И какой это нечистый? Это значит, вот, когда ткань делается, у него есть основа, это нитки, которые видели, наверное, в фильмах там, или на видео, там, когда ткань делают, да, опускают такую дощечку какую-то, пропускают нитку. Вот нитки, которые сверху вниз, это называется основа. А нитки, которые продеваются, это называется уток. С ударением на «о». Иногда просто называют утка. И их обычно, вот этих ниток, которые продеваются, их больше бывает, чем ниток, которые являются основой. И вот ученые сказали, если шелк является основой, а уток является другой тканью, то в этом случае это разрешено, приходит от сподвижников, то, что такой вид ткани разрешен. Или другие сказали, основываясь на это, на их высказывании сподвижников, когда они говорили, что если основа шелк, а уток другое, основываясь на это, они сказали, то есть если другой ткани больше, чем шелка, значит можно.
от Абдулла ибн Аббаса, рады Аллаху анхума, пускай Аллах будет доволен им и его отцом, то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, увидел хатиман мин дахабин фи яди раджулин, увидел золотое кольцо на пальце мужчины. Фаназааху ва тарахаху. И он взял, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, схватил, взял это кольцо и выкинул. Не просто сказал «снимай», а взял это кольцо и выкинул. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, после этого сказал: «Я'миду ахадакум иля джамратин минан-нар фаяджалюху фи ядихи». Как из вас, говорит, один из вас может взять в свою руку уголь из джаханнама, и как один из вас может, говорит, взять уголь из джаханнама и поставить себе его на руку, указывая на то, что это приводит к тому, что к огню джаханнама. И потом, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ушел, этому мужчине сказали: возьми свое кольцо и используй его, то есть возьми и продай его, например, или дай жене, или кому-то, кому можно использовать, или используй по-другому как-то. И он сказал: клянусь Аллахом, я его не возьму никогда, после того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, своими руками его выкинул. То есть, по идее, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не запретил ему, но так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, именно выкинул его, а не сказал там «используй по-другому», сподвижник после этого уже не хотел брать это кольцо и сказал: я не смогу его взять, после того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сам лично взял и выкинул это кольцо. И также от Ибн Аббаса приводится то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, наха ани таубиль мусмат мин каззин, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил одевать одежду, которая сделана из чистого шелка. Потом Ибн Аббас говорит: амма сада валь алям, а что касается того, что если нитки будут основой, шелк будет основой, то есть то, что называется основа, не будет основной тканью, а будет то, что называется основа, или будет шелк, какой-то знак на одежде из шелка, фаля нара бихи басан, то мы не видим в этом проблемы, говорит. Это сказал кто? Ибн Аббас, сподвижник, один из ученых среди сподвижников. Как это приводит Аль-Хафиз Ибн Хаджар в своей книге Фатхуль Бари. И Ибн Хаджар как раз вот и говорит, что хаз, как раз, который приходит, то, что сподвижники разрешали, это, говорит, одежда, которая садаха мин харир, то, у которого основа является из шелка, ва люхматуха мин гайрихи, а люхма, уток, у которого из другой ткани. Также от Умара ибн Хаттаба приводится то, что Умар ибн Хаттаб сказал в хутбе: пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил одевать шелк, если только его не будет в количестве 2, 3 или 4 пальцев. 2, 3 или 4 пальцев. То есть вот, если такой кусочек будет, то на одежде, например, знак какой-то, кармашек, например, или еще что-то, то можно, как сказал. То есть 2 вещи разрешены. Это когда шелк не основная вещь в ткани, не основная ткань, и когда есть кусочек только шелка. Также приходит исключение. От Анаса ибн Малика приводится: раххасан наби саллаллаху алейхи вассалям, этот хадис приходит в Бухари, ли Зубейр ва Абдурахман, разрешил Зубейру и Абдурахману фи любсиль харир, одевать шелковые одежды. Вот этим 2 сподвижникам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разрешил одевать шелковые одежды. Зачем? Ли хиккатин бихима, потому что у них был зуд на коже, и они могли только одевать вот эту шелковую одежду, а другая одежда у них от него зуд появлялся. И как Ибн Хаджар приводит слова от Табари, фихи далялятун, в этом хадисе есть указание на то, что запрет ношения шелка
не касается тех людей, у которых есть болезнь. И если эту болезнь облегчает шелк. Также Али ибн Аби Талиб приводит «Анна Укейдир думата ахда иля наби саллаллаху алейхи вассалям тауб аль-харир». То, что один человек подарил пророку саллаллаху алейхи вассалям шелковую одежду. И пророк саллаллаху алейхи вассалям, когда ему подарили шелковую одежду, он дал его Али и сказал: «Шаккикху хумуран», сделай из них ткани, которые женщины обычно накидывали раньше сверху с головы, чтобы полностью покрыться. То есть вуаль. Сделай из них вуаль. Бейналь фаватин. Фаватин – множественное число, имя Фатима. И раздай его между Фатими. Не знаю, как это в множественном числе сказать. Но по-арабски будет фаватим. То есть много Фатим. И это 3 Фатимы было, родственников у пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это Фатима, его дочь пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Фатима бинту Асадин, это мама Али ибн Аби Талиба. И Фатима бинту Хамза ибн Абдуль-Мутталиб. И Фатима, не племянница, а двоюродная сестра, получается, у пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Фатима, дочь Хамзы. И вот между этими Фатимами пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал разделить этот шелковую одежду, и чтобы они сделали себе одежду. Что касается одевания ребенка золотом или шелком, то ученые, есть разногласия в этом вопросе, но многие ученые склоняются к тому, что вали, то есть тот, кто смотрит за ребенком, отец, или если нет отца, тот, кто остался вместо отца, то лейса лаху ан юльбиса сагира шай'ан мин захаб. То есть отец, родители не должны одевать ребенка, мужчину имеется в виду, мальчика, чем-либо из золота. И ханафиты сказали, это макрух тахрим. Макрух тахрим, что это такое? То есть это то же самое, как харам, но тот, который человек отрицает, это не входит в куфр. Разница в этом только. Также об этом сказали шафи'i и ханбалиты. И упоминая вот эти хадисы. То есть, чтобы ребенок уже, хотя ему нету халяль-харам для ребенка, нету фарза ваджиба, но чтобы он уже с детства обучался этому, сказали, будет харам не ребенку, а отцу или матери, родителям, если они одевают мальчика в шелк или вешают на него золотые украшения. И от Джабира приводится, этот хадис приводит в Абу Дауде с иснадом Хасан, «Кунна нанзи'у аниль гильман». Говоря про шелк, он сказал, мы его снимали с наших мальчиков, то есть не давали одевать им нашим мальчикам, «ванатарукуху аляль джавари», и оставляли на наших девочках. То есть с мальчиков снимали шелк, а на девочках оставляли шелковые одежды. То есть, так как им изначально это разрешено вне зависимости от возраста. А мальчикам это запрещено, когда они достигнут балягата. Но, чтобы приучать их сразу к тому, что является халяль или харам, то есть лучше сразу приучать с детства, как вот это делали сподвижники. Что касается садиться на постель, которая сделана из шелка, то большинство ученых сказали, и это маликиты, шафииты, ханбалиты, и из ханафитов Абу Юсуф и Мухаммад, сказали, ля яджуз ифтирашу раджулю харира, то есть не разрешается мужчине садиться на шелк, на что-либо шелковое. Что касается одевания мужчинам серебра, то 4 мазхаба единогласны на то, что разрешается мужчине. И тут исключение только одно вот эта вещь, это кольцо из серебра. Разрешается мужчине из украшения вот это кольцо из серебра. Или же ан юхаллия сейфаху бильфидда.
Или же сделать, если у него есть меч, например, на мече какой-то узор там, или какую-то часть из меча сделать серебряным. Вот это разрешается. Как приводится от Ибн Умара, рады Аллаху анхума, то, что он сказал: «Иттахаза Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям хатиман мин варикин». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, попросил сделать себе кольцо из серебра. «Вакяна фи ядихи», и он носил его, то есть одевал на палец. «Сумма кяна ба'ду фи яди Аби Бакр», потом это перешло Абу Бакру, потом перешло Умару, потом перешло Усману, пока, говорит, не упало оно в колодец Рис. И было, говорит, на нем написано «Мухаммад Расулуллах». Мухаммад Расулуллах. Этот хадис приходится в Бухари и в Муслиме. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, носил серебряное кольцо, на котором было Мухаммад Расулуллах, и он обычно взял это кольцо, использовал только для того, чтобы ставить печати на письма. И большинство ученых, даже некоторые ученые, как имам Навави, привели единогласное мнение, то, что разрешается женщине одевать, украшаться, так скажем, золотом и серебром или другими драгоценными камнями. И нет разницы между, если оно будет в виде кольца или не будет в виде кольца, то есть будет округленный или не будет округленный. Если оно любым золотом и серебром можно украшаться. Кольца, пускай будут, браслеты это будут, цепочки, пускай будут, сережки и так далее. И многие ученые даже привели, как сказал, единогласное мнение на это. И они взяли в доказательство слова, то есть другие хадисы, и слова Аиши, рады Аллаху анха, которая сказала: «Кадимат алян наби саллаллаху алейхи вассалям хильятун мин индин наджаши дахляху». Наджаши подарил пророку саллаллаху алейхи вассалям украшения, и они прибыли к пророку саллаллаху алейхи вассалям. И было среди них кольцо из золота. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, взял его пальцами, в некоторых риваятах приходят, взял его палкой, и потом позвал Умама ибната Аби Ас ибнатихи Зейнаб, дочь своей дочери Зейнаб, то есть свою внучку Умама позвал и сказал: «Тахалли бихаза я бунайя», одевай, украшайся этим, о моя дочка. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, передал своей внучке вот это кольцо и сказал, чтобы она украшалась. Этот хадис приводится в Абу Дауде. И как основываясь на хадис, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поднял золото и серебро и сказал: это запрещено мужчинам из моей уммы и разрешено женщинам из моей уммы. И имам Навави, вот приводим хадис, то, что слова имам Навави, он сказал: единогласно мусульмане во мнении, то, что разрешено женщинам одевать разные виды украшений, пускай они будут золотые или серебряные, вне зависимости, если они будут золотыми или серебряными. Пускай это будет, говорит, то, что одевается на шею или на запястье, или как кольцо и так далее. Он упомянул разные виды украшений. И нету, говорит, и сказал имам Навави после этого, и нету в этом разногласий. И также имам Навави сказал: единогласны мусульмане, ученые во мнении, то, что запрещается кушать и пить, и другие подобные этому использования из золотых и серебряной посуды. А что касается посуды, которая посеребряна или позолочена, то в этом вопросе есть разногласия среди ученых о позолоченной или посеребряной посуде. То ханбалиты полностью запрещают этого, посуду, которая позолочена или посеребрена. Что касается шафиитов, маликитов и ханафитов, то они разрешают использовать
позолоченную или посеребренную посуду. При этом некоторые из них говорят, что если на огонь поставить и не будет капать серебро, такое условие поставить, то есть чтобы количество серебра было очень-очень малым, а не так, чтобы серебром было это обхвачено. Но при этом ханафиты говорят, если посуда, например, сломалась и потом было заделано серебром, или есть какая-то у нее серебряная часть или золотая часть, то разрешается использовать такую посуду, если ты, когда кушаешь или пьешь, не притрагиваешься к этому. Если посуда в основном она не золотая и не серебряная, а просто какая-то часть, например, есть маленькая, там дырочка заделана, например, то в этом случае разрешается. Что касается золотые зубы или золотой нос себе сделать, если есть в этом нужда, то разрешается сделать себе золотой нос или золотые зубы. Золотой нос — это имеется в виду, если нос полностью удален. Например, случай какой-нибудь произошел, и нос был отрублен. Если в этом есть необходимость, конечно, с условием, если это есть необходимость, и это является мазхабом большинства ученых, маликитов, шафиитов, ханбалитов, и ханафиты тоже об этом упомянули, и далилем взяли. Это то, что Абдурахман ибн Тарафа приводит то, что его дедушка ибн Ас'ад был отрублен его нос яум аль-куляб, то есть в одной битве. Фаттахаза анфан мин варакин, и он сделал себе нос из серебра. То есть после того, как его нос был отрублен, он сделал себе нос из серебра. Фаантана алейхи, и оно начало запах появляться начался, потому что серебро контактирует. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал сделать ему нос из золота. Ему сделали нос потом из золота. И основываясь на это, сказали, если есть нужда, например, золотые тоже или серебряные зубы, то в этом случае разрешается это при необходимости. Например, раньше связывали зубы. То есть, если зуб упал, брали и железом скрепляли зубы. И вот говорит, например, как для скрепления зубов. Так как железо, оно будет ржаветь на то время, а серебро будет вкус придавать неприятный или запах. И поэтому золото, например, оно идеальным для этого было. И поэтому было разрешено, хотя в наше время есть много замен. Также есть пластмасса, например, есть другие вещи. Есть даже почти как настоящий зуб сделают, да? Вот то, что мы хотели упомянуть на этом уроке. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Это был 53-й и 64-й грех. Аллаху акбар, Аллах.